Уже в 2026 году в Ингушетии откроется 3 обновленных молодежных центра. Сейчас здания нуждаются в ремонте и качественном оснащении. Патриотический центр имени Асканова в Сунже – крупнейший из всех площадок. Полигон для военно-тактических игр, полоса препятствий, уличный тир, умная спортплощадка, аудитории, крафт-клуб. Это пространство уже претендует на то, чтобы стать излюбленным местом для молодых людей. Основной акцент данного центра будет патриотическое воспитание молодежи, основное мероприятие. Грубо говоря, это военно-патриотический центр Турполхот там будет расположен, первичное отделение юнармии, будет Академия БПЛА. То есть по факту очень много мероприятий связано с военно-патриотическим воспитанием нашей молодежи. У каждого центра свое назначение. На Зране, к примеру, откроется многофункциональная площадка, основная аудитория которой – девушки. Школа золотошвейного мастерства, медиа-центр, студия. А вот в Джейрахе, в центре горского гостеприимства, акцент будет сделан на туризме. Даже само здание будет соответствовать местному колориту в стиле древних ингушских башен. Как мы знаем, у нас сам по себе Джейрах где-то в районе 4000 населения, если я не ошибаюсь. Но в год несколько десятков тысяч туристов сюда приезжает. Мы хотели бы именно, что они не только посмотрели наши башни, наши горы, но и вовлечь их в нашу историю, в наши традиции. Поэтому на базе данного центра будет действовать школа адатов, где и наша молодежь в первую очередь, но и также тем, кто нам просто приедет, будет рассказывать наши обычаи, традиции адаты. Будет гончарная мастерская, которая будет проводить мастер-классы по гончарному искусству. Будут также мастер-классы по приготовлению нашей национальной кухни. Ну и по факту будут проводиться много других различных туристических мероприятий, в том числе примерно палаточный лагерь. Принципиально новым станет парк ремесел, центр креативных пространств и творческого развития. Площадка предоставит широкие возможности для развития творческих навыков и реализации молодежных проектов. Это свыше 700 квадратных метров модульной инфраструктуры, 10 мастерских и 1 павильон для мероприятий. Настоящий простор для творчества. Основной акцент делает на наших ремесленников, на возрождение наших народного творчества. Он будет располагаться либо в Гамурзиево, нам бы хотелось, чтобы он располагался в Гамурзиево, в связи с тем, что это центр Ингушетии, и основной акцент там будет делаться на вовлечение детей, школьников в возрождение, в получение знаний по нашему народному творчеству. Ну и либо Гамурзиево, либо Сунджи. Ремонт 3 центров и строительство модульного пространства планируется завершить до конца 2026 года. Сейчас регион готовит проектно-сметную документацию, но параллельно ведется и другая работа. Грантовые средства будут направлены и на реализацию ряда инновационных проектов. Глава республики очень сильно поддерживает проект по развитию агронаправления в регионе, особенно развитие, чтобы сами молодые семьи, наши граждане развивали свои приусадебные территории, либо свои огороды. У нас был разработан ряд агропроектов, это заработок на 600, где мы будем обучать ребят, по какому виду направления они могут заработать на своих приусадебных территориях. Плюс на базе примерно Сунджи была старая теплица Ингушского государственного университета, которая сейчас, к сожалению, была в полуразрушенном состоянии. Мы также прописали, что ее полностью отремонтируем, будем проводить обучающие курсы и экскурсии для наших школьников, для наших туристов. Региональный комитет по делам молодежи проводит колоссальную работу по развитию молодежной политики. В этом году ведомство проведет еще ряд мероприятий, среди которых, к примеру, крупнейший форум Торгим. В этом году он пройдет сразу на нескольких площадках и в горах, и на равнине. Комитет он каждый день проводит различные мероприятия. Ну и мне нравится в последнее время, что большинство этих мероприятий это не наше желание сделать, давайте мы сделаем вот это, а молодежь сама предлагает, а можно нам сделать вот это, давайте мы сделаем вот это. И мы всегда приходим им навстречу, идем навстречу с тем, что мы максимально заинтересованы, чтобы наша молодежь либо получила знания, либо предоставили это знание для того, чтобы его получили кто-то другой. Молодежная политика в Ингушетии не стоит на месте, и это уже отмечено на федеральном уровне. Из всех регионов республика получила самую большую субсидию, и это заслуга каждого, кто день за днем создает возможности для развития молодых людей, и каждого, кто борется с губительными проявлениями в молодежной среде. Марьям Акиева, Сулейман Костоев, Магаз 24.